А в Ленинку тем временем прибыла делегация Государственной публичной исторической библиотеки России. По словам столичных гостей, сегодня беда всех крупных библиотек в том, что их потенциал и возможности за пределами учреждений неизвестны. Цель приезда в нашу республику – приоткрыть дверцу одного из лучших книгохранилищ мира региональному читателю. Она необыкновенна во всех отношениях. Она необыкновенна своими фондами, своими коллекциями. И я думаю, что вы об этом немножко узнаете. Она необыкновенна своим справочным аппаратом. Она имеет своеобразный, со своим лицом кадровый состав. Она имеет совершенно потрясающие связи с научным миром, зарубежным и нашим российским научным миром, потому что это специализированная библиотека. А история, вы понимаете, это все. Кроме исторической библиотеки Москвы, свои учреждения в Коми представят еще 6 федеральных. Все это в рамках юбилея Нацбиблиотеки Республики. Читателей ждет немало сюрпризов. Это и региональная книжная ярмарка «Алая лента», и презентация издательских новинок, конкурсы и всероссийская конференция. Глобальная, скажем так, музыкально-просветительская программа представлена. «Век Прометея», к столетию Прометея Чисталева, тоже чуть-чуть отложена в связи с пандемией, перенесенная на апрель месяц. Продолжатся интересные музыкальные мероприятия для читателей, как концерт гитарной поэзии, например. Множество будет реализовано проектов выставочных. Это будут и фотовыставки, и картинные выставки для читателей, которые привнесут в облик нашей библиотеки что-то новое. Через месяц на сайте учреждения заработает личный кабинет читателя, а вот заказать книгу по электронному каталогу можно уже сегодня.